Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг. Какая работа проведена по цифровизации здравоохранения в регионе сегодня, расскажет гостья студии Надежда Федорова, заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия. Надежда Тимофеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с первого вопроса. Как внедряются цифровые технологии в здравоохранение нашей республики? Цифровые услуги в сфере здравоохранения внедряются уже с 2019 года в рамках национального проекта. Это требование, которое идет по всей территории Российской Федерации, по всей отрасли здравоохранения. Касательно нашего региона, хочу сказать, что у нас существует утвержден указ главы республики Арсения Сергеевича Николаева 2021 года, номер 1782 о стратегических развитиях направлений общественного здоровья. В том числе в этом указе прописаны основные направления, которые мы должны внедрять в рамках цифрового здравоохранения. Соответственно, сейчас у нас перед отраслью в целом по Российской Федерации стоит задача о том, чтобы мы обеспечили оказание 95% массовых социально значимых услуг в электронном виде. Это не только касается здравоохранения на самом деле, но хочу отметить, что львиная доля государственных услуг, которые оказываются на территории республики, в том числе, это здравоохранение. Соответственно, вот в этом указе у нас намечены основные направления, которые мы обязаны достичь. Мы работаем в этом процессе уже с 2019 года, работаем очень плотно, и, соответственно, вот на сегодняшний день у нас задача стоит какая? Мы должны создать единый цифровой контур на базе единой государственной информационной системы здравоохранения. Это первое большое направление, по которому мы должны работать. И второе направление – это цифровая трансформация, так называемое достижение цифровой зрелости в отрасли здравоохранения. Да? Соответственно, вот в этом плане у нас в республике создан штаб цифровой трансформации. Он работает у нас под руководством самого Арсения Сергеевича. И на регулярной основе он по всем отраслям нашей республики проверяет и дает нам основные направления, по которым мы должны работать. И в принципе хочется отметить, что по итогам 2022 года мы в принципе достигли неплохо, по отрасли могу сказать, да, всех тех основных индикаторов, которые нам установлены со стороны нашего профильного органа, это Министерство здравоохранения Российской Федерации. Надежда Тимофеевна, если говорить предметно, это, я так понимаю, и электронная запись к врачу, и телемедицинские консультации, и внутренние документы самих врачей. Это вот вся та работа по цифровизации, правильно? Да. А какими электронными еще услугами могут воспользоваться как пациенты, жители региона, и насколько якутяне, независимо от места жительства, имеют равные возможности? Вообще, каждый гражданин любой точки Российской Федерации имеет абсолютно равные права. И самое главное сейчас требование – это то, чтобы у него был доступ в интернет. Соответственно, наши услуги в сфере здравоохранения, мы тоже активно переводим их в государственные услуги. И, соответственно, человек, когда у него есть подтвержденная учетная запись, он, в принципе, может зайти на портал госуслуги и записаться на 14 основных специалистов, записаться к той медицинской организации, к которой он прикреплен. Конечно, тут это та работа, большая работа, над которой мы работаем сейчас под руководством и нашего министра здравоохранения Лены Николаевны Афанасьевой. Эта работа у нас требует Министерства здравоохранения Российской Федерации. Конечно, здесь есть, я признаю, что в связи с тем, что у нас определенные такие организационные моменты есть, конечно, но в общем мы работаем над этим, чтобы каждый гражданин смог записаться на прием к нужному специалисту через госуслуги. А как-то с комментариями, отзывами пациентов работаете? Допустим, на примере той же стоматологии. Да, стоматология у нас, я не скажу, что, к сожалению, конечно, да, у нас единый стоматологический центр, он создан в городе Якутске, я имею в виду городе Якутске, да. Конечно, не всегда удается попасть к нему в установленное время,
время, конечно, мы отрабатываем по всем жалобам, обращениям, которые поступают, ну, в установленные законом сроки, мы, конечно, все это отрабатываем, но, к сожалению, сейчас вот доступность стоматологической помощи, конечно, она, ну, в городе Якутске, скажем так, ну, немножечко оставляет желать лучшего, однако, да, по всем обращениям мы создали рабочую группу вот, в Министерстве здравоохранения Республики Саха-Якутия, и, соответственно, вот работа, создали там лист ожидания, например. Сейчас можно там, как бы, вот если вы, ну, не попали, например, завтра, то вас запишут, и специалисты на вас выйдут и предложат какой-то дополнительный день, когда вам удобно будет записаться. То есть мы в режиме реального времени отрабатываем по всем тем вопросам, которые возникают по потребности населения. Но я уверен, что есть и положительные отзывы, не Да, сомневаюсь, конечно, что конечно. пациенты отмечают доступность. Да, конечно, это очень радует. На самом деле я тоже хочу отметить, что очень приятно, когда вот читаешь вот эти положительные отзывы о том, что и качество лучше стало, и доступность лучше стала. Ведь наша самая главная задача – это доступность оказания качественной медицинской помощи. А если говорить про возможность записи к узким специалистам, допустим, к онкологам, имеется ли возможность, опять же, с помощью цифровых услуг? Это, да, вот у нас с 2020 года по инициативе нашего министра, вот Лены Николаевны Афанасьевой, был создан наш региональный портал, это уже наша инициатива, онкопоиск.saha.rf. Соответственно, данный портал был заточен на то, чтобы выявляли подозрения на заболевание на ранней стадии, если у человека подтверждается, да, его, значит, ну, вот, как я сказала, онкопоиск.saha.rf, либо вот мы создали на самом деле вот входное ворота, у него еще есть через «Здоровая Якутия», можно, там тоже есть ссылка на этот сайт, да, туда заходите и, соответственно, нужно зарегистрироваться человеку и пройти анкетирование. Когда вы проходите анкетирование, то, соответственно, при выявлении каких-то подозрений вас запишут в удобное для вас время на прием к специалистам. Соответственно, дальше он тоже интегрирован с нашей медицинской информационной системой, и если по результатам анкетирования выявятся какие-то проблемы, то вас запишут на прием к специалисту. При этом этот проект, он еще регион-специфичный. Вот у нас, допустим, по результатам многолетних исследований, как бы аналитики, да, выявлено 6 основных патологий, по которым именно злокачественные новообразования, это вот печень, шейка матки у женщин, предстательная железа и так далее. Вот 6 основных, по которым наша республика, к сожалению, имеет высокие показатели смертности. И доказано также, что эти нозологии, они дают очень хороший эффект, когда идет ранний скрининг. Поэтому, получается, это скрининговый проект. Я тоже призываю всех вот как бы туда заходить, регистрироваться и проходить вот это вот обследование. Ну, помимо этого, еще у нас создано несколько проектов, допустим, «Женское здоровье». Тоже есть наш регион-специфичный проект. Соответственно, тут тоже и злокачественные новообразования в том числе. Ну, в общем, различные заболевания женского организма тоже можно зайти. Ссылка на «Женское здоровье» также есть на «Здоровая Якутия» на портале. Соответственно, можно туда зайти, зарегистрироваться, тоже пройти анкетирование. Если какие-то необходимости есть, вас запишут на прием к врачу. Надежда Тимофеевна, мы с вами немного обсудили уже телемедицину в самом начале. Она, безусловно, прочно вошла в нашу медицинскую жизнь. Я уверен, что флагманом сегодня это кардиососудистый центр, целый этаж там под телемедицину отведен. Да. Как проводится теле-ЭКГ? В рамках, вот именно, что вы очень правильно сказали, того, чтобы вылечить наших пациентов с кардиозаболеваниями, значит, у нас установлено 60 телеэлектрокардиографов по всей территории республики, 28 медицинских организаций, в том числе 13 наших самых отдаленных арктических районов. И, соответственно, вот, ну, допустим, фельдшер, например, либо врач, они делают снимок, и он подключен к интернету и в онлайн-режиме отправляется, вот, как вы уже сказали, в кардиососудистый центр. И при необходимости, согласно вот нашей утвержденной маршрутизации в Минздраве, если есть необходимость, его быстро отправляют на дополнительное обследование. Вот этот проект тоже очень хорошо себя показал. Ну, я не говорю про финансовые какие-то затраты, которые снижены благодаря этому проекту, но тем не менее самое главное успех этого проекта — это то, что снижено время, когда вот человеку до начала определения
определения тактики лечения дальнейшей, да, то есть если, ну, там, например, в любом отдаленном районе человек, ему нужна медицинская помощь, то вот это один из способов, когда можно доступность этой помощи приблизить к человеку. И мы еще также запускаем как бы с институтом, Московским институтом, разрабатываем систему принятия врачебных решений именно на основе этого теле-ЭКГ. То есть если, когда вот мы на финиш выйдем, получим все необходимые разрешительные документы, то можно будет его рассматривать и пилотировать как именно система принятия врачебных решений. Я предлагаю вернуться к теме госуслуг. Вот кратко, как работает Центр обслуживания государственных услуг в медорганизациях? Да, это тоже очень хорошая тема, которую, ну, как бы мы тоже инициировали в рамках вот тех требований и открытости электронных услуг, да. Соответственно, с апреля этого года вот мы запустили, здесь очень большое спасибо хочу выразить нашим коллегам. Совместный проект — это ГАО МФЦ Республики Саха-Якутия, Мининноваций Республики Саха-Якутия, управление ЗАГС и страховая компания Сахамедстрах. Вот мы запустили такой проект, уже успешно работает в 8 медицинских организациях города Якутска. То есть, по сути, да, вот человек, когда подходит, у него иногда бывает проблема, допустим, он забыл свой логин, пароль, например, от своей учетной записи в госуслуги. Тут же наши обученные специалисты, которых вот обучили сотрудники МФЦ, восстановят ему эту запись или создадут новую учетную запись, и в этот же момент он сможет уже записаться на прием к врачу, ну, то есть получить все необходимые медицинские услуги. И сейчас, вот, как я уже сказала, 8 медицинских организаций города Якутска, наши специалисты уже оказывают эти услуги, и мы помимо этого в пилотном режиме запускаем в 4 районах, это вот Мирный, Нерингери, Хангаласский район, да, и, соответственно, там тоже этот проект пока в пилоте, но я думаю, что он тоже хорошо выстрелит. Надежда Тимофеевна, в завершении, какие планы по цифровизации здравоохранения Якутии? Вообще у нас стоит большая задача, вот я надеюсь, пациенты все-таки знают, что сейчас уже можно не носить с собой вот большие огромные пачки документов, когда вы приходите на прием к врачу, да, рентген-снимки, какие-то вот свои снимки, результаты анализов и так далее. На сегодняшний день мы вот имеем, по крайней мере, вот в 44 районах республики, в 44 медицинских организациях республики, мы имеем ситуацию, когда врач, любой медицинский работник, врач или медицинская сестра, она заходит в медицинскую информационную систему и видит все ваши лабораторные исследования, снимки, которые вы проходили и так далее, предыдущие приемы других врачей. То есть это очень удобно, и на самом деле это повышает качество оказания медицинских услуг. Сейчас у нас задача стоит до конца этого года, мы должны эту историю завершить в 12 арктических районах, и, соответственно, тогда уже до конца этого года у нас будет полностью завершен переход на медицинскую информационную систему единую, которая является требованием по всей Российской Федерации. Соответственно, ну, дальше, конечно, наша система, она все-таки такая, ну, большая, всеобъемлющая. Дальше у нее очень много возможностей, и мы сейчас, конечно, работаем над тем, что помимо этого, понятно, что мы обучаем наш медицинский персонал, наших врачей, медицинских сестер. Вот в Минздраве постоянно проводим обучающие семинары. Вот у нас есть наша вот организация подведомственная, с которой мы вместе работаем в этой истории. Да, это Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр. Вот эти ребята этого центра очень погружены в этот процесс и, соответственно, полностью обучают наших работников, и если есть какие-то вопросы, всегда отвечают. Ну, то есть понятно, что это новая программа, и как бы, ну, иногда бывает так, что у наших работников возникают трудности. Но тоже хочу сказать, что наши все работники идут в ногу со временем, и, ну, никогда не бывает такого, что я не могу, я не умею. Надежда Тимофеевна, ну, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Уверен, благодаря вашей работе еще больше якутян получат доступ к здравоохранению. Спасибо. Ну и напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!